Телеканал «Якутия-24» продолжает свое вещание в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Безопасный паводок – приоритет. Готовность к весеннему половодью обсудили на совещании в Ленске. Встретились глава МЧС России Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев. Сезон стартовал. Осетровский речной порт начал навигацию. Встали под погрузку первые суда. Хоронить скоро будет негде. Власти Якутска начали задумываться о строительстве крематория. Как будет решаться этот вопрос? Конструкции неустойчивы, местность замусорена. Табун мифических лошадей нуждается в присмотре. Горожане указывают на проблемы на территории арт-объекта. День радио. Сегодня в России профессиональный праздник работников сферы связи и радиотехники. Лучшие получили заслуженные награды. Благотворительный подарок. В рамках этого проекта якутские предприниматели отдали Республиканскому дому-интернату престарелых и инвалидов новый компьютерный класс. Обед с ветеранам, свеча памяти, диктант победы. Различные акции и мероприятия проходят повсеместно в преддверии Дня Великой Победы 9 мая. Происшествие в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района. 5-летний ребенок выпал из окна жилого дома и с травмами был доставлен в районную больницу. Отмечается, что в рамках процессуальных проверок изучаются все обстоятельства произошедшего, будут приняты процессуальные решения. Об этом сообщает Следственный комитет по республике. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что его ведомство пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Сухой Суперджет-100. Ранее в Росавиации также назвали преждевременными любые выводы об ограничении эксплуатации этих самолетов до тех пор, пока работает комиссия. Все эти заявления сделаны на фоне авиакатастрофы Сухого Суперджета в Москве. Тему продолжит наш коллега Артем Мосторонов. Министерство транспорта России пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Сухой Суперджет-100. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Нет оснований. Спасибо. Лайнер, на борту которого находились 78 человек, совершил в воскресенье аварийную посадку сразу после вылета из столичного аэропорта Шереметьево. Предположительно, в него ударила молния. Борт смог сесть лишь со второй попытки. Во время приземления у него подломились стойки шасси и загорелось топливо. В результате начавшегося пожара погиб 41 человек, в том числе 2 детей. Следственный комитет рассматривает несколько версий случившегося. Одна из них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта. Среди других версий – неисправность лайнера и плохие метеоусловия. Сухой Суперджет-100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России. В авиационной отрасли они известны своими частыми поломками, однако ранее с ними произошла лишь одна катастрофа с человеческими жертвами. В мае 2012 года Суперджет врезался в склон горы в Индонезии, погибли 45 человек. Причиной крушения назвали ошибки пилотов и диспетчеров. Готовность к весеннему половодью сегодня обсудили на координационном совещании в Ленске. Туда прибыли руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев. По информации на сегодня, половодье в Якутии проходит в соответствии с прогнозами. За минувшие сутки ледоход на Лене продвинулся на 53 километра. Подтопленных населенных пунктов нет. А на реках Алдан, Татта и Лена организована работа оперативных групп Главного управления МЧС по республике. В зону возможного подтопления подпадают 133 населенных пункта. Организовано 272 места временного размещения с чистой питьевой водой и предметов первой необходимости. В принципе, можно сказать, что на территории России в целом паводко-опасный сезон завершился. Остался бассейн реки Лена, северная Лена. В целом прошло благополучно. На удивление, причем там, где было много снега, где мы ожидали каких-то улучшений ситуации, этого не произошло. Будем надеяться, что и у вас это будет.
Тем временем Осетровский речной порт начал навигацию. На днях встали под погрузку первые суда. Корабли с грузами, предназначенными для проектов компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром», выйдут из Осетрова, как только сойдет лед на среднем участке Лены. Только на верхнем участке реки будут работать 27 единиц самоходного и буксирного флота компании и 34 единицы несамоходных судов общим тоннажем 76 тысяч тонн, а также 8 плавучих кранов. Ну а общий объем завоза грузов в республике в навигацию 2019 года сохраняется по сравнению с прошлым годом. Это 3 миллиона тонн. Задействуют почти 700 единиц флота и 80 перегрузочной техники. В полную готовность их приведут в мае-июне. По мнению экспертов, из-за гидрометеорологических условий навигация будет сложной в верховьях реки Лены, также на реках Амга, Вилю, Яна и Индигирка. Навигация каждого года, она своеобразная, на год не совпадает никогда, потому что, во-первых, зависит очень сильно от уровня воды, от сроков на быстро мелеющих реках, потому что у нас навигация уже 4 мая началась, в верховьях Лены, в Искуте уже суда Лорпа отгружены. И суда будут идти вслед за ледоходом. Соответственно, мы же видим, что у нас, хотя по средним многолетним идет ледоход, но со смещением вправо. Соответственно, это тоже будет влиять на сроки в целом. К другим темам. Диктант Победы прошел на 1233 площадках по России и в 25 зарубежных странах. Якутия также присоединилась к этой акции. Здесь диктант представлен на 11 площадках. 4 из них в Якутске, остальные в Алдане, Мирном, Ленске и других районах республики. Рассказывает наш корреспондент Ольга Башук. Школьники, студенты и все те, кто в преддверии праздника Великой Победы решили проверить свои знания истории Великой Отечественной войны. Они собрались, чтобы написать диктант Победы. Мы делали анонсирование, порядка 5 раз мы размещали информацию в средствах массовой информации, мы размещали ее на электронных изданиях и на печатных изданиях, с тем, чтобы по каждой площадке предоставить информацию о контактных номерах тех координаторов, которые формируют эти списки. Но в общей сложности, как мы видим сегодня здесь, представители органов власти, студенчества и те люди, которые просто пришли в результате того, что прочли это объявление и заявили желание принять участие в данном диктанте. В течение 45 минут всем желающим нужно было пройти тест, который состоит из 20 вопросов. Содержание заданий посвящено датам, событиям, военной географии, историческим личностям и многому другому. Любитель истории, краевед Надежда Августовна, тоже присоединилась к всероссийской акции. Ее желание проверить свои знания в области истории было подкреплено приятным сюрпризом. Я полагала, что в диктанте больше будет материалов, связанных с самими событиями, но к моему удивлению, и мне это очень приятно, что есть художественные произведения, связанные с музыкой, и что для нас война – это не только исторические факты, но и песни, литература, стихи. Это тоже было частью битв в то время, и то, что наше поколение воспитывали на этих произведениях, и мы должны это знать и об этом рассказывать своим детям, своим ученикам. По словам организаторов, диктант не только позволяет узнать уровень знаний, но и открывает новые факты благодаря тому, что вопросы развернуты и уже включают в себя много информации. Это вызывает интерес не только у взрослых, но и у школьников. Благодаря этому тесту я узнала название некоторых битв и то, что были экранизированы некоторые моменты из войны. Победителей диктанта определят на 3 уровнях – местном, региональном и федеральном. А итоги диктанта Победы планируется подвести ко Дню России 12 июня. И каждому будет выдан диплом участника. Ольга Башук, Владимир Павлов, Якутск. Во всероссийской акции «Диктант Победы» приняли участие и 109 жителей Мирного. Каждый желающий смог проверить свои знания истории войны и ее героев. Диктант состоял из 20 вопросов, на решение которых отводилось 45 минут. Напомним, цель акции – привлечение населения к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности россиян. Наши жители города и в целом жители нашей страны будут гораздо более освещенные и гораздо больше привлечены к изучению истории Великой Отечественной войны.
Вопросы в целом были несложные, если действительно знать историю и знать приблизительно даты, события, то в целом вся работа была несложной для меня. В эти минуты в Тверской области заканчиваются торжественные мероприятия, посвященные якутянам, которые воевали под Москвой. 2000 наших земляков сражались там за столицу страны, и многие из них похоронены в местах битв. На прямой связи с нами с мемориала воинам-якутянам находится сейчас наш корреспондент Максим Кардозу. Приветствую, Максим, тебе слово. Приветствую, Влад. Вот так выглядит мемориал, посвященный воинам-якутянам в деревне Федькино Ржевского района Тверской области. Здесь за моей спиной вы можете видеть даже стеллы в виде каменных серге. Этот комплекс появился больше 25 лет назад, ну а чуть дальше расположены мраморные плиты, на которых выбиты имена 658 наших земляков, которые погибли здесь в боях под Ржевом зимой с 42 по 43 годы. Сегодня здесь прошли торжественные мероприятия, возложение цветов. Этому не помешал даже и ливень. Ну а ежегодно сюда приезжают родственники тех, кто здесь погиб или воевал. Нам удалось пообщаться с одной из них. Это Саргылана Васильевна Гоголева. Ее дядя служил здесь, именно под Ржевом. Давайте послушаем, что же она нам рассказала, потому что она приехала сюда впервые и очень хотела сюда попасть. Мы вот сюда приехали специально попасть, чтобы в город Ржев, где наш вот отец и дедушка здесь воевал. И в 1942 году был он призван на войну и попал вот в самую горячую точку Ржев. Хочется отметить, Влад, что это еще очень важное место для якутян с той точки зрения, что именно здесь воевал легендарный якутянин, снайпер Федор Охлопков. Его знает, наверное, вся страна, не только наша республика, конечно же. На его счету больше 420 уничтоженных фашистских солдатов, а он сам был ранен 12 раз, но выжил. Я думаю, на этом все. Влад? Спасибо. С мемориала памяти воинам-якутянам из Тверской области на прямой связи с нашей студией был наш корреспондент Максим Кардозу. Продолжаю выпуск. Всем ветеранам и пенсионерам бесплатный обед. В столице республики стартовала благотворительная акция под названием «Обед с ветераном». Дмитрий Тымыров расскажет подробнее. Алексей Васильевич Гоголев – ветеран тыла. Ему 89 лет. Живет в пенсионате пару недель. В силу своего здоровья он не может долго стоять на ногах, а в основном сидит. Я сам еле-еле хожу. Завтра доедет куда-то в отпуск или то ли. А сами откуда? Я с родом Саратовского района. Алексей Васильевич хочет куда-нибудь прогуляться, но здоровье не позволяет. От общения он не отказывается, только радуется. Чтобы ему и другим постояльцам здесь не было скучно, хозяйка социального учреждения Мария Ефремова решила организовать благотворительную акцию «Обед с ветераном». Мы в преддверии вот 9 мая организовали вот бесплатный обед. Как бы обед с ветераном. Планируем каждую неделю 3 раза при поддержке социальной столовой под руководством Гузовой Ирины Борисовны обед. Кто желающий, близко кто живет, пусть приходят к нам пообедают. Мы всех примем. Стать участником благотворительной акции могут быть люди пожилого возраста от 55 лет и выше. Как отмечает Мария Ефремова, здесь гостям не будет скучно. Помимо обеда, тут гостей обучают шитью, вязанию и другим хорошим навыкам. Я в основном ухаживаю за внуком. И вот в свободное время я вот сюда с удовольствием прихожу. Здесь учусь первым навыкам шитью. Сегодня во время благотворительного обеда постояльцам пансионата не дали скучать. Были и песни, и пляски. А главное, наш герой Алексей Васильевич вдоволь пообщался с гостями социального учреждения. Вот я хочу им дать именно вот это то тепло, которое не хватает нашей жизни, да?
А вот старость всем приходит, да, любое время. И неожиданно, кому-то так больно приходит, кому-то как-то неожиданно. Мы, естественно, не хотим стареть, но жизнь берет свое, все-таки против природы не пойдешь. Благотворительная акция «Обед с ветераном» будет проходить в течение всего этого месяца, участником которого может стать каждый житель столицы. Главное, заранее позвонить в пансионат «Как дома» и предупредить о своем визите. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Патриотическая акция «Свеча памяти» проходит в столице республики. На площади Победы традиционно собрались тысячи горожан, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Патриотическая акция в Якутске проходит уже в 10-й раз. К примеру, в прошлом году свои свечи зажгли более 18 тысяч якутян. Дорогие друзья, в преддверии годовщины Великой Победы в городе Якутске мы по доброй традиции проводим сегодня акцию «Свеча памяти». Великая Победа, которую принес наш многонациональный народ всему миру, освободив от коричневой чумы фашизма, обошлась народом нашей страны огромной, дорогой ценой. 27 миллионов жителей потерял Советский Союз. Из Якутии на фронты ушло 63 тысячи человек, и 37 из них осталось на полях сражений. Большое количество людей погибло здесь, в тылу. Неисчислимые горе принесла война на нашу землю, но та великая победа, которую принесли нам наши предки, позволяет и сегодня в нашей стране жить мирно и спокойно. Православные христиане отмечают День поминовения усопших Радоницу. Праздник встречают на 9-й день после Пасхи. В этом году он выпал на вторник, 7 мая. Православные отправляются на кладбище, чтобы помолиться об усопших близких, а также идут в церковь на специальную службу, где передают записки священнослужителям с именами умерших. А священники призывают верующих не погружаться в скорбь из-за умерших, а возрадоваться их рождению в вечную жизнь. Власти Якутска начали задумываться о строительстве крематория в городе. В столице уже несколько лет ощущается нехватка земель на кладбищах. К примеру, с 2016 года Вилюйское кладбище в черте города уже закрыто для общего захоронения. Как будет решаться этот важный вопрос, выясняла Сусанна Рожина. Раньше это место было кладбищем. Многие горожане знают об этом, потому что когда здесь были еще деревянные дома, прямо во дворах всплывали гробы. А сейчас это центр города, который активно застраивается. Проблема нехватки земли все больше толкает власти города задумываться о строительстве крематория в городе Якутске. И уже есть подобный проект. И как к этому относятся горожане, мы с вами и попытаемся узнать. Ой, я даже не могу это представить. Ну, все-таки... Как, меньше возни. Положительно, наверное. Кремация. Да, хорошо отношусь, обязательно надо. Да. Поддерживай. Я бы не хотела, чтобы меня сожгли. Я бы сам даже был бы не против, если меня бы сожгли. Насчет крематория предпочитают многие, оказывается, да. Ну, я не знаю, это с чем связано. Ну, может, это смена поколений идет. Мы сегодня живем в рыночных условиях и так далее. Ну, экономически, я считаю, сегодня в Якутске, крематорий, да, будет невыгоден. Черновато. Ну, потому что город небольшой, а расходов много будет. Вот, и я думаю, что еще преждевременно. Если говорить насчет расходов, то сейчас обычно захоронение обойдется в 30 тысяч. В городах, где уже действует крематорий, их услуги стоят 20-25 тысяч. При этом, как показывает статистика этих городов, лишь 30% родственников усопших пользуются крематорием. В Якутске ежегодно погребают 1800 человек. Все-таки как перспектива крематорий, именно вот это, я считаю, есть и будет. Вы сами говорите, вчера вы опрос делали, 50%. Ну, это у нас сегодня, а если
простая арифметика, да, если вот 1800, ну, значит у нас где-то 800-900 человек хотят крематорий. В Якутске в настоящее время действует только одно кладбище – Маганское, но и там уже не хватает земель. При этом в каждом пригороде есть свои места для захоронений. Чтобы в столице снять напряженность под новое кладбище, выделено место в районе птицефабрики общей площадью более 20 га, и его ресурсов может вполне хватить на ближайшие 20 лет. Отметим, что во многих городах активно строят крематории с залами прощания, отдельными технологическими помещениями для подготовки умерших и для кремации. Также оборудованы парки памяти с колумбарием для хранения праха в специальных урнах. Но это крематорий сразу не появится, буквально на следующем году и так далее. Но это будет, я еще раз говорю, привязано будет с новым кладбищем, который птицефабрика. И будет рассмотрен этот вопрос. Отметим, что на конкурс «Народный бюджет» уже был внесен проект строительства крематория, который может быть реализован в комплексе со строительством нового кладбища на птицефабрике с территорией под колумбарий. Общая сумма инвестиций оценена в размере более 5 миллионов рублей. Как считают эксперты, строительство крематория в нашем городе не только желание жителей, но и решение многих проблем. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск. Конструкция неустойчивая, местность загрязнена мусором. От горожан поступают тревожные сообщения о священном табуне мифических лошадей. Арт-объект этот был создан полгода назад. Кто следит за состоянием этой местности и какие проблемы там возникли, разбиралась Юлия Великодная. Исключительно из природных материалов и под открытым небом. Такой концепции придерживается художник Николай Полиский. Это и делает деревянный табун уязвимым из-за неадекватных ценителей искусства, которые разжигают костры вблизи священного табуна. Нет требований, которые обязывали бы устанавливать на территории арт-объектов урны и туалеты. Но табун мифических лошадей находится в 20 километрах от столицы региона. На большей территории чисто, но мусор с собой увозят не все, и видны следы костра вблизи от легко воспламеняющихся конструкций. 3 лошади выпали из арт-объекта. По словам сотрудников Национального художественного музея, такое случается, и уже не один раз приходилось снова закреплять деревянных животных. Вот и сегодня музей сообщает, что сотрудники поедут в среду, 8 мая, для наведения порядка. Присоединиться могут все желающие. Разные факторы играют роль. Это может быть и человеческий фактор, когда люди могут действительно как-то так, не понимая, что-то разрушать или еще что-то, да, созданы действительно арт-объекты. Или бывает так, что из-за ветра падают, или там бывает так, что и лошадки трутся и так далее. Вот весной тоже такое было, и мастера, которые делали, да, они несколько раз их поднимали. Присматривают за табуном и местные жители Владимировки. Несколько дней назад они собрали 10 мешков мусора. Село всегда было популярным местом для отдыха, но с появлением мифических лошадей количество туристов выросло в разы. Но местные не рады такой перспективе. После пикников горожан у сельчан прибавляется забот. Я думаю, или пусть занимаются предприниматели, что ли. Например, вот дойду, да, шашлычники, там вот это предприниматели же работают. Они так хорошо работают, у них постоянно порядок. В скором времени мечта жителей села исполнится. Территория священного табуна мифических лошадей преобразится. Появятся урны и другие удобства. Предприниматель собирает разрешительные документы на аренду земли. В скором времени, в будущем, мы очень надеемся, что решится вопрос, что действительно такие арт-объекты, созданные арт-объекты в рамках биеннале, должны быть переданы в соответствующим организациям, чтобы в дальнейшем за ними присматривали и чтобы был надзор. Местность, на которой установлен объект, считается священной, а табун мифических лошадей символизирует божественное начало. Весомые причины, чтобы уважительнее относиться к современному искусству. К тому же арт-объект имеет срок годности, ведь он создан из природного материала, который обветшает через 10, а может и 5 лет. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск. Новый компьютерный класс подарили якутские предприниматели Республиканскому дому-интернату престарелых и инвалидов. Сегодня прошла презентация проекта под названием «Благотворительный подарок». Сюжет Саргаланы Захаровой. И искательные могу, военные. Анна Данилова ломает все стереотипы о старшем поколении, которые далеко от цифровых технологий. Любит побродить по интернет-просторам и даже побегать с автоматом в руках по полям компьютерных сражений. Искать военные,
иногда в интернете. Со старым классом не сравнить. На месте 3 потрепанных компьютеров 6 новых и мощных аппаратов. Вместо тусклых стен – светлое креативное пространство. Сразу посмотрев, мне пришла идея такая, то, что эта комната должна быть светлая, чтобы человек тянулся к свету, чтобы было все светло, просторно, красиво. И сразу пришла идея создать компанию и сделать проект небольшой. Поддержали идею в крупнейшей IT-компании республики. Когда ребята готовились к этому проекту, когда уже все комплектовали, приходили сюда, украшали, они заметили, что клуб пользуется очень большой популярностью среди постояльцев. И они приходят сюда, смотрят мультики, заходят в интернет. И теперь мы очень рады, что теперь это будет им даваться проще. А стены теперь отдельный предмет гордости интерната. Расписывала их известная якутская художница Кдана Игнатьева. Элементы ее рисунков можно увидеть и на путеводителе. К слову, он тоже уникален. Разработали его специально для этого класса. В нем расписаны все действия от того, как включить компьютер, и до поиска информации в интернете. Например, я здесь наблюдал еще до ремонта, как бабушка одна смотрела YouTube. Для меня это было удивительно, поэтому я включил сюда это. Также Википедия. Все, чтобы они могли сами найти информацию. И также есть необходимые, например, Пенсионный фонд, Сбербанк, Почта России. В руководстве учреждения надеются, это только начало. Сейчас заканчивается реорганизация 2 интернатов, Республиканского дома интерната и Якутского дома интерната путем присоединения Республиканскому дому интернату. Да? И этот проект мы будем дальше продолжить. И Якутском доме-интернате. Компьютерный класс для жителей дома-интерната не просто ценный подарок в канун Дня Победы. Это новые открытия и мир без границ для тех, кому сегодня больше всех нужно внимание и забота. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске наградили победителя премии «Гордость Якутии» в номинации «Труженик села». Это Владислав Мордовской, уроженец Усть-Алданского улуса, проработал 27 лет в фермерстве и продолжает трудиться по сей день главой крестьянского фермерского хозяйства «Огород Тах». День радио. Сегодня в России профессиональный праздник работников сферы связи и радиотехники. В столице Якутии лучшие работники связи и телерадиовещания получили заслуженные награды и благодарственные письма. Сюжет Ульяны Шагиной. Сегодня по всей Якутии чествуют работников телерадиовещания и связи. Так, в первой половине дня в IT-парке столицы 8-й ежегодной премии имени Петра Дудкина удостоился автор и ведущий передачи «Охота и рыбалка» в Якутии Александр Борисов. А шеф-редактор Сунтарского филиала НВК «Саха» Ольга Захарова получила премию главы Якутии имени Николая Кондакова. Столь высокие награды являются признанием за многолетний труд в области развития связи и информационных технологий. Связь не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Мы сейчас стираются границы между телевидением, радио, интернет-ресурсами. И мы, конечно же, наша задача развивать именно высокоскоростной интернет. Сегодня большую работу в этом направлении проводит технический центр телерадиовещания республики, который охватывает своей деятельностью почти 100% населенных пунктов Якутии. Мы, как оператор, региональный оператор связи, большое внимание уделяем строительству распределительных сетей, так называемой последней мили, строительству наземных магистральных оптоволоконно-оптических линий связи. Мы недавно сдали магистральную линию связи от Якутска до поселка Сангар, предоставили жителям Кобяйского улуса высокоскоростной интернет. Техподдержка ТЦТР. Меня зовут Сергей, я вас слушаю. В техническом центре сегодня работают молодые перспективные ребята. Одним из таких отделов является служба оперативного управления. Сергей Колесников является электромехаником. С 2013 года консультирует абонентов предприятия по разным вопросам. Со всеми клиентами нахожу общий контакт и разбираюсь, быстро решаю вопросы. Сотрудники службы посменно следят за работоспособностью услуг, которые предоставляет ГУП ТЦТР. Это интернет и телерадиоканалы, которые в режиме реального времени контролируют эфирное вещание, а также загруженность интернета. Каждый район республики по отдельности. Мы должны на уровне телефона сначала попробовать решить проблему. Если уже не получается и произошел какой-то обрыв, либо что-то иное, тогда мы уже передаем заявку специалистам, и специалисты делают выезд.
Молодые сотрудники одного из самых стратегически важных служб предприятия изо дня в день работают над развитием связи и способствуют переходу общества на новый этап развития. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24, будьте всегда в курсе.